Цена человеческой жизни. Кто же знает ее лучше спасателя? Мероприятие, приуроченное к 30-летию МЧС России, проходит с показом фрагментов видеофильма для студентов среди первых и третьих курсов, чтобы познакомить будущих пожарных спасателей с возможными опасностями. Ведь именно они, пробираясь сквозь бетонные завалы, погружаясь под 100-метровую толщу воды и укрощая пламя, протягивают руки помощи тем, кто в ней нуждается. Студенты Сунчжинского колледжа не упускают случая задать волнующие их вопросы ветеранам пожарно-спасательной службы. Кто-то интересуется, хватает ли 170 человек в штате спасателей на всю республику. У нас с 2003 года мы только попадали под сокращение различные. Но начиная с прошлого года потихоньку начинает ситуация выравниваться. Естественно, нам нужны единицы, и прикрытие надо, так как республика растет. У нас каждый год около 10 тысяч человек, это приблизительная цифра, это у нас количество населения увеличение. Коснулись также и истории службы. Спасатель первого класса Умар Костоев работает в МЧС со дня образования. В 95-м практически с нуля начинали. Что техника, что оснащение, что оборудование практически навязывали. Но вот алхамдулиллах, я стал на оснащение видеотехнического. По-любому мы не то что через республиканского масштаба, даже за пределом можем помогать другим, если что, уезжать. От напутственных слов и поздравлений переходят к наградам. Первыми их получают студенты, будущие спасатели. Педагоги гордятся своими подопечными. Ребята грамотно и слаженно предотвратили последствия страшной аварии по федеральной дороге. На месте происшествия тогда с друзьями оказался Азизхан Евлоев. Решение стать спасателем было неожиданным даже для него самого, однако с намеченного пути сворачивать не собирается. В маршрутке мы увидели, как Приора, проезжая через перекресток, попала в аварию с фурой. Сойдя с маршрутки, мы быстро подошли, посмотрели, что случилось с пострадавшим, вытащили его, оказали своевременную первую помощь и посадили в скорую. Вскоре он уехал на скорой. Убедившись, что с ним все нормально, мы поехали домой. Почетные грамоты и медали вручили команде колледжа, которая участвовала в межрегиональном соревновании студенческих спасательных отрядов. Там они заняли призовые места по различным дисциплинам. Это кросс 3 километра, а также комплексное силовое упражнение. И все это на одном лишь чистом энтузиазме. Спасатель хала тагана просто хавен таган дишат эндолждат спасатель хал тагана с рискованный бохвоз риски уже бобы с хуже хамадуави таган боби диши тагана шей цели таткачадали шей спасатель хал безымбали не только деш просто хадя капарш дега лекции хаме за ответ для пятерки ахчда хардат главный воендезерде ой практика хавар. Это мероприятие руководство колледжа проводит уже традиционно каждый год. Главная задача – смотивировать будущих спасателей упорно идти к своей главной цели – спасать. Это профессия, которая требует полной отдачи. По награжденным на сегодняшний день это была всего малая часть, которую мы вручили, что касается именно данной специальности. Постарались сегодня сделать так, чтобы для студентов были хорошие примеры, чтобы они могли посмотреть на реальных спасателей, которые работают в этой деятельности не первый день, и чтобы у них была лишний раз хорошая мотивация для того, чтобы успешно реализоваться будущими спасателями. В их работе главное не физическая сила, а умение работать в команде и действовать в экстремальных ситуациях грамотно и быстро. И не случайно ингушские спасатели, которые год доказывают, что они настоящие профессионалы. Хава Гадикова, Майрбек Миржоев, Новости 24.